Что считается? Штаб. Я имею в виду не это места. Штаны. Лучше 6 и 7, да, конечно. Шаг. Шум. Швабра. Шаги. Штора. Шагал. Шипение. Штопор. Шампанское. Шквал. Шуваль. Шерсть. Шерститель. Широта. Шрам. Шапка. Шапка. Так, место сел. Зачем просил? И на нас... Это 4, вот у нас 6-7, да? Вот эти. У нас 6-7. Не будет жизни плохо. А мне нравится. Что, я в Алматы не на случке, я на курсе. Да, Штаны. Штаны. Шаг. не надо. Шапка. Шпилька. Шик. Шайка. Шум. Швабра. Шаги. Штора. Шустрый. Шагал. Шипение. Штопор. Шампанское. Шквал. Шуваль. Шерсть. Шишка. Шарник. Шаланда. Шаланда. Шар. Шестеренка. Шмаль. Шашка. Шуба. Шишка. Шапка. Шинок. Шестерня. Штамп. Шарлатан, шпион, шафран, смутированный, шкаф, шар, шило, шкраб, шпагат, штангенциркуль, шмык, шайбен, штат, шевеление, шелест, шор, шестер, шестереночка, шайтан, шаман, шамирбен, 6, шор,
Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Проходите. Я? Да, вы. Да, я сейчас тележку поставлю. Нет, возьмите ее с собой, это украдут. Да кому она нужна? Она же пустая. Снаружи сумасшедший дом. Проходите. Знаете, я вам должен признаться. Я сам ее только что стянул. Но она стояла в углу пустая и... Секундочку. Простите, что-то не так? Мне нужно кое-что проверить. Слушайте, я пришел купить немного хлеба и полкурицы и... Скажите, пожалуйста, вашу фамилию. А фамилию Кернер, Имя. Джозеф. А зачем? У вас есть с собой паспорт? Паспорт? Я даже не знаю. А зачем? Так он у вас есть? Да, конечно. Зачем это? Потом узнаете. Мне кажется, вы очень приятный человек. Послушайте, если какая-то жалоба по поводу тележки, то давайте я поставлю ее на место. Ни в коем случае. Напротив, вас фотографируют вместе с тележкой. Меня с тележкой? А зачем? Она же пустая. Больше она никогда не будет пустой. Не понимаю. Мистер Джозеф Керни, Да. держите вашу тележку, только не ходите.
50-тысячным посетителям центра Шока Шоппинг. 50-тысячный? Примите мои самые искренние поздравления. Благодарю. Простите, а что это значит? Это значит, что вы получите специальный приз. Приз? Слушайте, мне кажется, вы что-то перепутали. Ну, я слишком, ну как сказать, я самый обычный парень и, понимаете, это какая-то ошибка, наверное. Система Шока Шоппинг ошибок не допускает. Система? Я думал, это просто магазин. Это магазин, но это также и система. Ага, я не знал. Слушайте, а я могу узнать, кто вы? Да? Я администратор торгового зала. Но я подумываю выйти замуж. Правда? Я не знал. А у вас есть парень? Какая интересная мысль, мистер Кернер. Да нет, я просто спрашиваю. Конечно, спрашивайте, спрашивайте. Вы получите ответы на все ваши вопросы. Вы уже были у нас наверху? Нет, я первый раз здесь. Так вы же даже не знаете, что вас ожидает. Я пришел купить немного хлеба и полкурицы, и... Да. Наверху вас ждет участие в акции, скидки на новые коллекции, высококачественная домашняя птица, Нет, спасибо, я средства предпочитаю по обычную уходу за курицу. телом, церковная утварь. Я пытаюсь экономить Вас деньги, у меня не всегда ждет получается. дешевый медицинский осмотр. Я здоров. О, от наших медиков еще никто не ходил без поставленного диагноза. Правда, я не знал. Вас поздравит лично президент центра Шока Шоппинг. Вас вместе с ним сфотографируют. И тележку тоже. Вы знаете, кто наш президент? Нет. Он основатель нашей системы. Вы слышали о системе Шаша? Нет, меня такие вещи вообще мало интересуют. Это не важно. Мы работаем для вашего развития. Это очень мило с вашей стороны. Сегодня такой грандиозный день. Вы даже не представляете, какое чудо с вами происходит сейчас. Можно я вас обниму? Я надеюсь, вы счастливы. Конечно, конечно. Простите, я могу задать вам вопрос? Конечно, именно для этого я здесь. Я немного смущен. Послушайте, этот приз, о котором вы говорите, что это за приз? Вы стали членом, Каким членом? внутренним членом компании Шока Шоппинг. Вот оно что. Я не знал. Конечно же, вы только сейчас устали. Сейчас, пожалуйста, подпишите вот это заявление. Какое заявление? Вот этот бланк. Простите, что это за бланк? Я, откровенно говоря, мисс, я... Магдалена. Что, простите? Меня зовут Магдалена. Откровенно говоря, мисс Магдалена, мне не нужны никакие обязательства. О, что вы, какие обязательства? Вы получите только преимущества. Ага, и неприятности. Никаких неприятностей. Мистер Джозеф Кернер, став нашим внутренним членом, вы получите только преимущества. И скажу вам по секрету, что Сев однажды с нами в поезд. Так-то просто с него сойти. Остается только одно. Движение вместе с нами. Знаете что? Давайте я лучше пойду куплю все, что хотел, а потом поеду домой. А потом на работу, пока она у меня еще есть. Я, конечно, подумываю открыть свой бизнес, но это в будущем. Можно? Какой вы прекрасный человек. У меня так давно не было таких замечательных клиентов. Вы же никто иной. О, я подумываю вас пригласить на свою свадьбу. Да. Почему нет? Вы же подписали? Слушайте, мне действительно нужно это подписывать. Конечно. Вы хотите получить приз? А я получу его. Да, приз уже ваш. Так вы хотите его или нет? Ну подождите, вы же сказали, что я уже его выиграл. Боюсь, это условие. Какое еще условие? Членство. Только став нашим членом, вы сможете его получить. Ну я же уже его выиграл. Выиграли, но вы не сможете им воспользоваться, понимаете? Не совсем. Как вам объяснить? Это то же самое, что выиграть посылку на Луне. Она ваша, но туда так просто не попадешь. А внутреннее членство позволит вам добраться туда. И понятно? Да, уж вы действительно умеете объяснить. Спасибо, это моя работа. И вы говорите, что это формальность. Чистая формальность. Я же не знаю.
подпишем. Ну, Поздравляю, вот вы стали нашим внутренним членом. А теперь, пожалуйста, подпишите еще вот это заявление. а это что за заявление? Это требование на то, что вы заявляете свои права на присутствие. Я же ничего не заявляю. Конечно, заявляете. Подождите, я вынужден выразить протест. Я... Предыдущая подпись является залогом этого. Предыдущая подпись? Да, вот это. Ну, хорошо, давайте подпишем. Прекрасно, еще одна малюсенькая деталечка. Так, что это за кипа бумаг? Я не... Не переживайте, нужно подписать только первые 2 страницы, а остальное лишь опции на ваш выбор. А, опции на мой выбор. Какой выбор? На ваш. Ну, на всякий случай, ну, на случай непредвиденных обстоятельств. Несчастный случай, например. Нет, нет, только не это. Что Мне не только нужны не никакие непредвиденные обстоятельства и никакие Мистер несчастные случаи. Джозеф Я, да, что? Став нашим внутренним членом, вы получаете ряд преимуществ. А это всего лишь условия в рамках индивидуальной программы внутреннего членства, с которым вы уже согласились, когда подписали заявление. Столько много бумаг, я... Просто подпишите и все. Я действительно не уверен. Пишите. Здесь? Угу. И еще одна малюсенькая деталечка. Какая еще деталечка? Вот. Вот это бланк, форма, на которой четко вы можете видеть, что во время распродажи сможете бесплатно выбрать один из товаров, который предоставлен на распродаже, который написан на листке форматом А5 с формы 44 по номер 13. Просто подпишите этот документ, что вас проконсультировали, и держите его в руках так, как будто вы получили его из рук президента. Послушайте, я пришел купить немного хлеба и половину курицы. Вы получите курицу целиком. Целиком. Я надеюсь, мы закончили теперь. И еще один маленький нюансик. Это анкета для внутреннего пользования. Вы можете видеть, что она другого цвета. По мне точно такая же. Ну нет. У нее более насыщенный серый оттенок. И пахнет приятно. Пахнет приятно. Не верите? Понюхайте сами. Ее подписывать надо? Нет, она анонимная. Зачем она тогда? Это чтобы мы знали, почему вы решили стать нашим внутренним членом. Вы можете все, только еще об этом не знаете. Чтобы мы лучше узнали о вас. Узнали, кто вы такой. Кто я? Это чтобы с вашей помощью мы могли улучшить наше предложение. Улучшить условия жизни. Может быть, я могу уже обуть свои ботинки? Держите их в руках, Зачем? потому что они не ваши. Фолкер. Фолкер, что вы тут делаете? Ну, я поймал, он мой. А что вы тут делаете? Я работаю с клиентом. Ну, я тоже. Мисс, этот человек сошел с ума. Встаньте в угол. Он заставил меня разуться и идти босиком через весь зал. Фолкер. Встаньте в угол. Могу я видеть ваш значок? Ты задом можешь увидеть. Я пожалуйста. Не выводи меня. У меня есть некоторые знакомства в прессе, знаете? Да ты можешь потереться ими. Это ваш последний день на этой работе. Так, не разговаривайте с ним, вы его не знаете. Держите ботинки. Вы понятия не имеете, кто я такой. Вы мне угрожаете?
Я никому не угрожаю. Однако, если вы сейчас же не измените своего отношения ко мне, то я вам обещаю, что вас ждут крупные неприятности. Вы вздумали учить меня? А кто, вы думаете, платит за все то, что вы здесь крадете? Это ошибка какая-то. Я достаточно богатый человек, мне нет нужды воровать. Ты хотел уйти в новой паре обуви. Это неправда. Где твои старые ботинки? Какие старые ботинки? Что в твоих карманах? Мои личные вещи. Это не ваше дело. Что вы себе позволяете? Держи руки. Я подними приношу руки. извинения свои за Что неприятную ситуацию. Давайте мы с вами в следующий раз закончим. Да, конечно, нет. Стоять! Отсюда никто не выйдет. Что это? Ты хочешь сказать, ты пришел из дома в этом? Я хотел заплатить, но кто-то взял мою тележку, я вынужден был старую убрать сюда. Я прошу прощения, я не имел даже понятия, что она ваша. Ты что, вздумал дурить меня, а? Как по-вашему называется то, что вы делаете, а? Вы же признайтесь ему во всем, ну, хорошо? Не зли меня, ну! Ладно. Хорошо, только дайте мне уйти. Фолкер, пусть он идет. Тебе есть что сказать? Ну? Я не несу за это ответственности. А кто несет? Бог всемогущий. Вон там в кармане бумага. Что за бумага? Там все написано. Что написано? Меня продиагностировали. Тебя что? Продиагностировали. Магдалена, что это? Прошу прощения за... Стой, держи ботинки. Это от врача. От кого? От врача. Он нам сейчас точно потребуется. У него какие-то сложности с головой. Вы, должно быть, неверно прочитали. Там... Я прошу прощения, я могу посмотреть? Я просто медицинский техник. Как будто медтехник может что-то смыслить в медицине. Слушайте, я пытаюсь вам помочь. Если вам не нужна помощь, то мне не нужны неприятности. Фолкер, можно вам прочитать? Ну, пусть посмотрит. Ну да, конечно. Этот человек, он хронически не способен... Да я так вижу, что он хронически не способен. Нет, вы не поняли, простите. Он хронически не способен противостоять соблазну, воровать предметы, которые ему не нужны. Что за дерьмо, а? Ты хочешь порваться мне? Нет, почему? Здесь так написано примерно. На какого хрена примерно? Фолкер, Ну, я выхожу из себя. я приношу свои извинения за сложившуюся ситуацию. Какого хрена ты вообще извиняешься перед этим придурком? Фолкер, ты меня ставишь в неловкое положение перед клиентом. Я прошу прощения у вас. Да, может быть, я все-таки подожду Я на ни в коем улице. случае не сводите его с ума. Лучше помогите мне объяснить ему все. Да тебе не нужно мне ничего объяснять. Я и сам знаю, кто такой Сизиф. Слушайте, что он говорит? Ничего. Это одна из бумаг. Фолкер. 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 Просто послушай его. Послушай, что он скажет, хорошо? Ну, этот человек, он, у него есть внутренний конфликт, который микшируется, когда он ворует предметы, которые ему не нужны. То есть вы мне хотите сказать, что этот человек ворует ради того, чтобы расслабиться? Вы ничего не понимаете. Не говори, что я не понимаю. Я так думаю, если мы закончили, я могу идти? Кто позволил тебе вообще говорить? Стань в угол и держи ботинки. Что с этим хреном? Ну, он должен получать лечение. Ну, вы не поймите меня неправильно, я не хотел бы вмешиваться. Можно я пойду? Дело в том, что этот человек не может помочь сам себе. То есть вы мне сейчас пытаетесь сказать, что у этого человека есть разрешение, по которому он может воровать? Сейчас вы мне это Не пытаетесь совсем. сказать? Не одно и то же. Я преследую всю мою жизнь. И в конце концов эти уроды так просто отделываются. Но надо положить этому конец. Прошу прощения за то, что сказал вам чуть раньше. Спасибо, что помогли мне. Но этот человек, он просто недостаточно смышлен, чтобы... Что ты сказал? Вам не следовало этого говорить. Я недостаточно смышлен. Да ты грязный урод. Кто ты думаешь, ты такой? Ты знаешь о Сизифе? Так, я думаю, мне пора идти. Нет, Магдалина, мне нехорошо. Фолк, мы с тобой обязательно поженимся, я тебе обещаю. Да я не могу выносить этого больше. Я собираюсь провести черту. Фолкер, ты уже проводил черту. Ты знаешь, что из этого ничего не хорошего не получится, Фолкер. Правильно. Я же извинился за предоставленные неудобства. Я не буду выносить вашего поведения на общественное суждение. И вы должны оценить это. А теперь я пойду. Что? А кто позволил одеть тебе ботинки? Фолкер. Кто позволил одеть тебе ботинки? Выгонил его.
Нет, ну почему я А что ты смотришь мне в глаза? Все, я не смотрю ему в глаза. Я Не смотрите ему в глаза, он не Я смотрит в глаза. Нет, все, не смотрю. Не, я чувствую внутренний конфликт. Мне нужно- Внутри, в моей голове. Нужно потерпеть, просто потерпеть чуть-чуть, Фокер. А мне нужно расслабиться. Фокер, Ты слышал меня, а? На, положи его! Снова ударил. Так, он же весь на грани нервного срыва. Только, пожалуйста, не смотрите ему в глаза, Не если не смотрите хотите, ему в чтобы вам глаза. тоже было больно. Почему мне должно быть больно? Я же Потому ничего что вы его сделал. не знаете. Если он разозлится, он убьет нас троих. Ну, подождите, вы же собираетесь замуж за этого И человека. что? Противоположности привлекает меня. Разве они вас не привлекает, что ли, а? Что, мне нужно оправдаться за это? Отвернитесь. Я подведу сегодня черту. Ну, кто-нибудь помогите. Этот человек должен Все, был... молчите. Молчите. Он должен был. Встаньте в угол. В угол, смотрите, стойте в стену. Меня в школе заставляли Все, стоять. молчите, стойте в стену. Фокер. Фокер, пожалуйста, успокойся. Успокойся. Успокойся, все будет хорошо. Фокер. Ты что, вздумал воровать у меня? Здесь? Фокер, я только что купила себе свадебное платье, но я забыла тебе сказать об Так, а этом. почему ты не своровал, как уклон, а? Умоляю, помогите. Да что за правда? Ты убьешь его, Фокер! А у нас появился только что новый член. Ну, что, можем избавиться? Нет, Фокер, пожалуйста, отведи его в службу безопасности. Да я служба безопасности. Ну, у тебя не хватает полномочий, У меня Фокер. всего достаточно. Фокер. А кто тебе позволил встать, а? Фокер! Фокер! Подумай о нашем будущем. Что если вдруг кто-нибудь узнает? Да ты понимаешь, что если его запрут, он через час выйдет? Я знаю, кто такой Сизиф. Ты веришь мне? Я верю. Я верю, что ты знаешь, кто такой Сизиф. Да какого черта они вообще позволяют разгуливать им здесь? Ты понимаешь меня, Ларри? Да. Я тебя понимаю. А теперь попытайся понять меня. Я вкалываю на шок-шопинг. С утра до вечера. Пытаюсь сделать карьеру. Думаю о нашем будущем. Но я не могу решать твои проблемы одновременно. Всю мою жизнь мне приходится ловить этих уродов, гоняться за этими ублюдками. Ты понятия не имеешь, насколько умными они бывают. И когда их ловят, их отпускают. Может быть, им дадут какой-нибудь приз. Куда ты думаешь, ты полз? Фокер! Тихо. Сегодня это мой день. Сегодня я свожу счеты с этими ублюдками, с этими уродами. Утром я иду в магазин и покупаю свои сигареты. И какой-то молокосос подрезает мой бумажник. Тот же молокосос, который через квартал просит деньги у меня, который уже украл. И к всему прочему, я забываю свои деньги на прилавке. Ты понимаешь меня? Фокер, я тебя понимаю. Пожалуйста, успокойся. И к всему прочему, когда их ловят, их отпускают. Есть чертовы адвокаты, есть чертовы психиатры, или кто там еще. Принимают решения, по которым он может воровать. И он продолжает делать это снова и снова. Ты понимаешь меня? Да. Ну, в порядке? Да, спасибо, я в порядке. Знаешь, что такое Сизиф? Ну, ты знаешь, что такое Сизиф? Ну, говори! Фокер, может быть, он не знает. Нет, потому что я знаю, кто такой Сизиф. Потому что Фокер внимательно его изучил. Я преподам тебе бесплатный урок. Ты встаешь, а я тебе... Ты опять поднимаешься. Ты опять встаешь. Нехарка здесь кроме, кто ты думаешь, здесь будет убирать? Я не могу на это смотреть, а. Я тоже. Отвернитесь и не смотрите. Дай мне закурить. Мне надо помнить, пока мы общаемся с ним, а? Есть ли еще? Нет. Фокер есть, но он не смотрит на тебя. Он смотрит в стену. Ему не интересно, что ты тут делаешь. Вам не интересно, что он там делает? Нет, мне не интересно, что он там делает. Вот твоя сигарета. На, курни. Видишь, все хорошо. Держи. Давай. Кури.
скажи, что провокай. Чтобы эти уроды никогда сюда не выбрались. Ты понимаешь меня? Я понимаю тебя, Фокер. Раньше у меня были чувства. Много чувств. А теперь... Да. Это заставляет меня плакать. На, покури еще одну. Ты... Да я больше никому не позволю обманывать меня. Ты На, понял? Фокер, на еще одну кури. Давай. Дай куда тебе. Ну вот, кури. Ну, все хорошо? Да, Магдалена. Ты расслабился, да? Да. Прекрасно. Уходите. Уходите. Эй! Фолкер. Фолкер, посмотри. Ты убил его. Ну что? Он мертв. Нет. Фолкер. Я не забылся на себе. Вы стойте, 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 не поворачивайтесь, смотрите в стену. Фолкер, Фолкер, что ты натворил? Давай вставай, я тебя еще... Фолкер, посмотри на меня внимательно, ты убил его, этот человек не дышит, он мертв, что нам теперь делать? Пошли Куда? отсюда. Фолкер, оставай. А я убью их. Их много, и это не вариант. А дай мне закурить, да? Фолкер, найди свои собственные сигареты Да уже. я забыл их на приват. Ой, Фолкер. Фолкер, почему я не могу жить без тебя? Надо Я там подумать. устал. Так, надо подумать. Надо подумать. Тебя это хорошо получается. Так, Фолкер, встань и тащи его в угол. Он не может просто так лежать здесь. Так, подожди, там еще один, он все видел. Нет, он не видит, он не смотрит на Да тебя. Магдалена, он светил. Фолкер, он не смотрит, видишь, он смотрит, что ты делаешь, он тебя тоже убьет в конце концов. В конце концов, я убью сам себя, но я никогда не трону тебя. Если ты хочешь, чтобы я убил себя, ты скажи, я убью Нет, сейчас. всё. Есть еще выход. Есть выход. Фолкер. Это мистер вице-президент. Нет, только не он. Я знаю, что он тебе не нравится, но Я это только сказал он. нет. Это мистер вице-президент. Фолкер, послушай. Послушай меня внимательно. Сейчас только он сможет с этим справиться. Дело не в тебе. Дело не во мне. Дело в системе Шаша, понимаешь? Сейчас другого выхода нет. Нет. Только он. Hope there's someone who'll take care of me when I die. Will I go? Hope there's someone who'll set my heart free. Nice to hold when I'm tired. There's a ghost on my soul when I go to bed. How can I always sleep while I'm not raise my head? Oh, I'm scared of the middle place.
хватает здесь. Что вы имеете в виду? Что-то не совсем так. Вам удобно? Нет. Что беспокоит вас? Он. Человек мертв, почему он должен вас беспокоить? Давайте еще раз разберемся с этим. Хотите, чтобы я вышел? Нет, сиди здесь и молчи. Я уже все вам рассказал. Ну что-то упустили. Как вы сказали, ваша фамилия? Кёрден. Имя? Джозеф, я уже говорил. Ну нервничайте. Давайте вернемся к тележке. Зачем это? Тележки сцеплены одна к другой. Как вы их расцепили? Я уже сказал вам, у меня не было мелочи. Я купили жетон. Нет. Тогда что? У меня не было выбора, я не отцеплял тележку. Поэтому вы взяли у кого-то. Она стояла там одна. Кто она? Тележка. Рядом с писсуаром. Какой вывод можно сделать из этого? Я не знаю. Вы не знаете. У тележки был владелец, который исправлял нужду. Нужду. Факт остается фактом, что вы украли эту тележку. Постойте, я ничего не крал. Вы украли ее у кого-то, и тогда... И тогда что? Как вы попали сюда? Я вам сказал, женщина, я не знаю, где Какая она. женщина? Женщина в форме, она сказала мне пойти с ней. И вы сделали то, что она вам сказала. На меня всегда так действуют женщины в форме. Я могу задать вам вопрос. Можете? Мертвый человек здесь, вы не могли бы его куда-нибудь убрать? У нас нет времени. Но он не может находиться здесь, как будто бы он живой. Я не могу на это смотреть. А почему нет? Почему нет? Я не могу разговаривать перед ним. Я же сказал, что он мертв. Да не перед ним, а перед ним. Который вас смущает сейчас, живой или мертвый? Оба. Я смущаю. Заткнись ты, ясно? Мистер Кёрнер, я не уверен, что все еще улавливаю. Что вы от меня хотите? Воссоздай случившееся для вашего же блага. Вы что, не понимаете, что я боюсь этого человека? Если он вообще человек. А это под сомнением. Я хочу пойти домой. Мне не нужны больше никакие неприятности. Я могу сделать заявление. Какое заявление? Официальное заявление для полиции. Разве не этого я жду здесь? Контракты, которые подписывали, Какие контракты? о выполнении своих обязанностей. Подождите, ни о каких обязанностях мне никто ничего не говорил. Мне сказали только о выгодах. Вот ваши бумаги, вот, возьмите, они ваши, вы их подписали. Подписывали или нет? Я пришел купить немного хлеба и полкурицы. Чего вы от меня хотите? Прекратите, успокойтесь. Я не могу работать в таких условиях. Мне тоже не доставляет удовольствия торчать тут с вами. Но мы не можем изменить этого, так ведь? Послушайте. Я вице-президент системы шока-шоппинг. Вице-президент, намеревающийся стать президентом. Я еще не нажал на курок, но уже прицеливаюсь. Шутка! Мне сейчас не до смеха. Послушайте, мои полномочия в этой системе очень большие. Это касается не только бизнеса, но и политики, и многого еще. И репутации. Вы понимаете, что значит репутация? Что-нибудь об этом слышали? Это моя забота, репутация. У СШ громадная репутация в обществе, ей нужно оставаться такой, понимаете? Что вам от меня надо? Как раз сейчас это мы и обсуждаем. Я рассказал. Этого уже не всё. должно было случиться. Знаю. Не могло случиться. Но случилось. Именно об этом мы и говорим, как два взрослых человека. Этот Фолкер здесь, охранник. Вы на него посмотрите. Он абсолютно облажался. У меня нет слов в его защиту. Первобытный. Он знает о культуре примерно столько же, сколько мы, когда нам было по 3 года. Босс! Заткнись ты, никто, воздух ноль! Он идиот. Мешок с дерьмом. Но так как я слежу за ним, мне все же жаль его. А вам? Он убил человека. Он забил человека до смерти. Я был здесь, я все видел. Немного подумайте перед тем, как выдвигать такое обвинение. Мужчина развелся. Никто не знает, где его бывшая жена. У него 3 детей. И он заботится о каждом из них. Что останется с ними, если все это обнаружится? У вас есть хоть немного сострадания? Я не смогу помочь ему, если он убил его. Посмотрите по-другому. Из самых лучших побуждений, как наш член. Сейчас это уже и ваш долг. Вы можете представить заголовки завтрашних газет? Охранник супермаркета убил посетителя. Этого не может быть.
Я не собираюсь вдаваться в детали, почему этого не может быть. 8 воровал. Заткнись, ты Это ясно! правда. Что правда? А вы об этом откуда знаете, что это правда? Откуда я знаю? Да. Я был здесь. Здесь где? Там. Там где? Стоял в углу. Или смотрели на стену? Хорошо. И почему вы стояли в углу? Ваша сотрудница сказала... Совсем непонятно, на какого сотрудника вы все время ссылаетесь. Вы всегда обвиняете кого-нибудь еще, так? Даже предположим, что вы говорите правду. Почему вы не помогли ему? Я не знаю. В вашем присутствии убивают человека, а вы ничего не делаете. Вы понимаете, что я был напуган? Этот человек убил его здесь. Да не говори мне этого, придурок. Фокер! Ты видишь, я работаю. И я работаю для тебя, для компании, для системы, но постепенно и я уже...